За последние 10 дней китайские власти выслали во внутренние провинции Китая, находящиеся под карантином в связи с эпидемией коронавируса, 1100 уйгуров из Аксу, Хотана и Кашгара. Действия Коммунистической партии Китая, которая периодически высылает молодежь Восточного Туркестана в потенциально опасные регионы, вызвали реакцию международного сообщества. Китайские власти утверждают, что обучают уйгуров и других тюрков профессии и ведению бизнеса в целях искоренения бедности. В докладе Австралийского института стратегической политики подчеркивается, что в рамках плана по созданию трудовых узников китайские власти перевозят во внутренние регионы миллионы тюрков, которые вынуждены трудиться на заводах, поставляющих продукцию всемирно известным брендам. В университетах имени Неджметина Эрбакана и Караман-Оглу Мехметбея прошла конференция, посвященная Восточному Туркестану, в которой принял участие председатель Национального собрания Восточного Туркестана Сеид Тюмтюрк. Выступая на конференции, организованной факультетом исламских наук Университета Караман-Оглу и студенческим сообществом «7 полумесяцев», Сеид Тюмтюрк поделился с участниками конференции информацией о географическом положении и истории Восточного Туркестана, а также репрессивной политике, ассимиляции и геноциде, применяемых китайскими властями в отношении уйгуров и других тюрков. С другой стороны, Тюмтюрк, выступивший на сцене конференц-зала имени профессора Фуада Сезгина при факультете социальных и гуманитарных наук Университета Неджметина Эрбакана, сделал следующее заявление. Все, что вы слышите о Восточном Туркестане, творится в 21 веке, в эпоху технологий и современной цивилизации. Мы не можем поговорить с родителями и родными даже по телефону. Вы, может быть, удивлены моими словами, ведь сейчас 2020 год. Но в этом зале присутствуют ваши братья из Восточного Туркестана, ставшие живыми свидетелями этого беспредела. После выступления Сеида Тюмтюрка состоялось театральное представление, посвященное ситуации в Восточном Туркестане. В программе приняли участие ученые и большое количество студентов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к руководству стран с призывом проявить максимальную бдительность для выявления, профилактики, изоляции, лечения и наблюдения за каждым инфицированным. На пресс-конференции, прошедшей в центре организации в Женеве, Гебрейесус сообщил, что за последние сутки в 47 странах было зафиксировано 2736 случаев. Добавив, что общее количество заражений достигло 100 тысяч, глава Всемирной организации здравоохранения призвал страны увеличить меры безопасности для борьбы с эпидемией. Начиная с декабря, жертвами вируса в 91 стране стало более 3400 человек. В связи с эпидемией коронавируса в 5 школах округа Бакс, штат Пенсильвания, на неопределенный срок было прервано обучение. В общей сложности в США было зафиксировано 267 случаев, 14 из которых с летальным исходом. Страной с максимальным количеством инфицирования и быстрого распространения COVID-19 после Китая, Южной Кореи и Ирана стала Италия. За последние 24 часа число инфицированных в Италии выросло до 4636. Жертвами вируса стало 197 человек. В четверг руководство страны приняло решение о закрытии всех школ и вузов. Предположительно, занятия возобновятся после 15 марта. Кроме этого, стало известно, что в четверг из-за коронавируса скончался советник министра иностранных дел Ирана 67-летний Хусейн Шейхуль-Ислам. Для предотвращения дальнейшего распространения вируса по всему Ирану были закрыты школы и университеты. Были отложены культурные и спортивные мероприятия, а также сокращены рабочие часы. По меньшей мере 29 человек погибли и 61 получили ранения в результате теракта, произошедшего в столице Афганистана через неделю после подписания мирного соглашения между США и талибами. Вооруженное нападение произошло во время панихиды по одному из шиитских лидеров. По данным МВД, в районе теракта находилось большое количество высокопоставленных чиновников. Оба нападавших были убиты афганскими силовиками. В свою очередь, представитель Талибан опроверг утверждение об ответственности за теракт.